Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте! В Якутии, как и повсеместно по всей стране, в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры, а также Международного дня русского языка, проводится декада русского языка. У нас в студии гостья торжественных мероприятий декады Екатерина Бурдаева, этномузыкант, участница программы «Страна талантов», победитель конкурса «Топ-блок». Екатерина Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Очень рады видеть вас у нас в Якутии. Вот вы в первый раз в нашей республике. Каковы ваши ожидания от посещения столицы Якутии? Я в восторге от якутской земли, потому что я бываю с гастролями в различных регионах и вижу, что здесь потрясающие люди с добрым, горячим сердцем, несмотря на то, что климат у вас, наверное, достаточно суровый. Но я вижу вот эту открытость, и меня очень впечатлили. Вот именно люди. Какая у вас программа, что запланировано, что уже успели сделать? Ну, в рамках декады проходят различные концерты, лекции, выставки. И буквально вчера у нас прошел концерт с ведущими коллективами Республики Якутия. Он был очень таким насыщенным, очень интересным, разнообразным. И вот в рамках концерта мне удалось показать авторский материал. Я еще и композитор, пишу на основе фольклора различные песни и поиграла на вот этом старинном удивительном инструменте, который называется гусли. Замечательно, но сейчас прекрасная возможность что-нибудь исполнить для наших телезрителей. Пожалуйста. Я сейчас пою песню, которая называется «Подъезжали под село», ей встречали дорогих гостей. Так как я на вашей земле гость, вот мне очень хотелось спеть вот такую композицию, которая будет доброй, которая будет вот нести любовь и пожелать всего самого хорошего, чтобы у вас все было здорово. Подъезжали мы под село, заиграй, дудочка, весело, заиграй, дудочка, весело, чтобы ваше село весело жило, чтобы ваше село весело жило, чтобы ваш каравай добрым был, чтобы ваш каравай добрым был, чтобы весь народ счастлив был. Спасибо большое. Очень необычное звучание этого инструмента. Расскажите подробнее, что за инструмент. Вы назвали это гусли же, правильно? Гусли, да. Он встречается у различных народов, имеет разную форму, но вот в России он представлен, вот девятиструнный есть форма такая более объемная, шлемовидная, там может быть и до 20 струн. И что интересно, у них очень такая древняя история. Вот если мы обратимся к археологии, то можно найти источники, где вот в слоях земли X-XI века встречаются фрагменты гуслей. То есть они были маленькие, небольшие, там было, по-моему, всего лишь 5 или 6 струн. И то есть в то время уже звучала музыка, видимо, уже люди что-то пели под нее. Ну, по-настоящему старинный русский инструмент. Вы, наверное, не первый год принимаете участие вот, в праздновании Дня славянской письменности и культуры, да, вот, в Международном дне русского языка. Какие особенности празднования этого дня, как его отмечают, может быть, в разных регионах? И, может быть, какие особенности вы заметили в Якутии, как отмечают? Ну, я обратила внимание, что в разных регионах там есть своя специфика. И также есть этнокультурные связи, потому что вот здесь я вижу, что проживают разные народы, малочисленные народы. То же самое в регионах. Например, на моей родине, Нижегородской области, там тоже есть и удмурты, есть и марийцы, есть мордва. У меня вот по папиной линии мордва Мокши, то есть это как бы частично тоже принадлежу по крови. Поэтому интересно, как они вместе взаимодействуют. Очень много есть каких-то общих черт, и даже вот костюма. Вот и во время празднования говорят и о языке, говорят вообще в целом о разных компонентах традиционной культуры, и мы ищем взаимосвязи. То есть как нам в нашей многонациональной стране жить так, мирно, дружно и находить вот это общее, то, что нас объединяет. Вы приняли участие в праздничном концерте в Якутске. Расскажите подробнее об этом концерте, ну и как восприняла публика. Ну, нужно сказать то, что был понедельник, народу было не так много, но я надеюсь, что запись концерта обязательно покажут по вашему национальному телевидению, и
больше народа сможет прикоснуться к удивительной традиционной культуре, потому что были представлены ведущие коллективы, мы с ними заранее созванивались, репетировали, и я думаю, что концерт получился очень качественным, душевным. Ну вот по обратной связи от зрителей они подходили и очень сильно благодарили, что вот они прям отдохнули душой. Это вот как такая отдушина получилась. Ну, поговорим подробнее о вашей деятельности. Почему вы выбрали именно этномузыку? С чего все началось? Очень интересно. Хочется. Это все из семьи идет. На самом деле у меня нет музыкального образования. Я именно тот ребенок, которому сказали, что медведь потоптался по ушам. Меня не взяли в музыкальную школу. Я выросла в семье медиков. И вот я видела еще с детства, как они просто сидели, пели вместе. У них были такие хорошие голоса и слух хороший. То есть вообще в народе вот все песни не передавались из уста в уста. У нас, конечно, сейчас есть профессиональное образование. Я уже потом, благодаря такому внутреннему работе, работы с педагогом, я стала профессиональным музыкантом. Я закончила Российскую академию музыки имени Гнесиных. То есть у меня уже есть хорошая база, хороший опыт, и я понимаю, что вот то знание, которое я получила, и вот общение с разными педагогами, они помогают мне нести вот эту любовь к традиции, потому что я вижу, что в ней есть столько необыкновенных компонентов, которые нужны сейчас, в современности. Я еще мама, у меня 2 сыновей, поэтому вот они вот через семью, через наши такие семейные традиции тоже приобщаются, и я вижу вот в этом такое зерно, которое обязательно потом прорастет. Если говорить в целом, вообще этномузыка востребована в России? Как видите ее развитие? Да, сейчас очень много различных конкурсов. Меня приглашали недавно на Первый канал. Сейчас стартовал проект такой, подкаст Лаб называется. И вот первый выпуск как раз открывала я. Называется он «Антропология» с Дмитрием Дибровым. Он был очень удивлен. Я ему тоже подарила гусли. И нужно сказать, что вот именно этот инструмент, он останется в Доме дружбы народов. Это вот как мой такой дар, вот такой душевная такая, скажем, потребность, чтобы вот я потом уехала к себе, а у вас осталась частица музыки, чтобы вы могли тоже все прийти вот в дружественный Дом народов и поиграть на этом инструменте. Ну, в Доме дружбы народов, я уверен, этот инструмент сохранят, это непременно. Но вот о самом фестивале расскажите подробнее, что он в себя включает. Он включает различные мероприятия. Нужно сказать, что меня сюда пригласили руководитель ресурсного центра Дома дружбы народов Екатерина Егорова, и она заранее сказала то, что программа будет очень насыщенная. И вот вчера у нас был концерт, сегодня будет уже лекция о традиционных инструментах. То есть сегодня мы будем с участниками рассматривать, как играли в разных регионах, то есть знакомить с вот подлинной традиционной культурой, такой многовековой. И будут различные выставки. Вот я думаю, что вы можете посмотреть всю информацию в соцсетях. Также есть билборды, которые находятся в городе. Очень советую прикоснуться к этому подлинному искусству, потому что собраны самые лучшие специалисты в этой области. Вот вы участница программы «Страна талантов». Да. Что это за программа, из чего она состоит? Это 2-й сезон, тоже телепроект. Вот как раз мы с вами говорили о том, что интересна ли, да, традиционная культура и музыка в наше время. Очень мало на самом деле таких качественных, хороших, добрых проектов, где человек мог бы как-то соприкоснуться с музыкой. И вот там собирают из разных уголков России творческие коллективы. Есть профессиональные, есть те, кто, например, живет в каком-то ауле и вот восстанавливает, сохраняет традиции. То есть вот, я была в 4-м выпуске 2-го сезона, и у нас были потрясающие разные участники. И вот я получила удовольствие и от общения, и от оценок жюри. Там сидела Надежда Георгиевна Бабкина, Егор Дружинин, Стас Симушевский и Алексей Воробьев. Вот мы очень, скажем так, получили удовольствие друг от друга, и я прям была заряжена. А победитель конкурса «Топ-блок». Что это за конкурс?
Это проект платформы «Россия – страна возможностей». Вот буквально 22 мая случился такой маленький юбилей, 5 лет. Эта платформа объединяет уже 22 миллиона различных участников. Там есть свои направления, но вот Тоблог интересен тем, что помогает развивать свои соцсети. И так как я музыкант, очень важно нести культуру не только вот на живых мероприятиях, но и наполнять социальные сети традиционной культурой. И вот благодаря, скажем так, моим стараниям, различным взаимодействиям, то есть это такое, знаете, расширение границ и расширение возможностей, которых ты иногда даже не думаешь, не замечаешь. Поэтому этот проект мне сейчас позволяет также путешествовать с лекциями. То есть я являюсь экспертом в сфере традиционной культуры, и вот меня приглашают уже как специалиста для того, чтобы делиться знанием, как развивать соцсети, потому что сейчас это одно из ведущих направлений, я думаю, в ближайшие 5-10 лет. Безусловно, соцсети будут только развиваться. Вот расскажите о своем участии, может быть, в других конкурсах или каких-то фестивалях. У меня было много разных конкурсов. Я пою с 5 лет. Это и Дельфийские игры России, и различные премии губернатор Московской, Нижегородской области. Каждый такой конкурс, я могу сказать, если вот наши дорогие телезрители будут смотреть эту программу, он всегда помогает вырасти профессионально, всегда разобрать какие-то свои ошибки и помогает двигаться вперед. И я считаю, что участие в конкурсах очень тебя дисциплинирует и настраивает на то, что ты должен всегда расти, ты должен преодолевать не конкурента своего, да, а сам себя. То есть если ты справился, ты молодец. Вот как вчера, публика меня видела первый раз, да, я совершенно для них новый, может быть, даже еще неизвестный исполнитель, но вот после концерта много людей подошло и сказали: спасибо вам за ваше творчество. Это был невероятно, это был живой глоток воздуха. И я думаю, что это все не зря, значит, я все делаю правильно. То есть это музыкантам не стоит стесняться, обязательно участвовать в конкурсах, смело идти вперед, потому что зритель в этом действительно заинтересован. Расскажите о дальнейших планах, что в будущем планируете делать? У меня из одних гастролей плавно мы сейчас поедем в Казань. Там будет большой фестиваль, который называется «Каравон». Когда мне было 15 лет, я впервые там участвовала тоже в телевизионных съемках Первого канала. И что интересно, у вас есть национальный праздник, по-моему, встреча весны или лет. Вот я сейчас могу... Да. И вот там есть подобный тоже многовековой праздник, когда собирается и водит большой хоровод. Вот я участвовала в таком хороводе на 500 человек. То есть там идет определенный шаг, определенное движение, определенное дыхание. И вот когда я впервые вот в это окунулась, это была такая мощь. Я вот до сих пор не могу забыть, у меня даже мурашки сейчас бегут. То есть вот национальная культура – это настолько чистая, естественная, такой вот, знаете, как источник энергии, источник жизни. Поэтому, когда ты к этому прикасаешься, ты не можешь этого забыть. Поэтому ты всегда хочешь вот это возвращаться. И вот я думаю, что, наверное, я получу такое же удовольствие от выступления, как и много-много лет назад. Пользуясь случаем, приглашаем вас на праздник СЭХ. Благодарю. Будем отмечать в конце июня. Приезжайте. Будем очень рады зарядиться вашей позитивной энергией. Большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейших успехов в творчестве и не только. Благодарю вас. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.